You made me alive when I was dead. You raised me up and seated me with Christ. It's by your grace that I am saved, and it's through faith. It's the very gift of God. Едно дете на 4 години се разболяло от язва на ръката. Той не може да ходи на училище, не може да яде, не може почти нищо да прави вече. Лекарите казват, че трябва да се отреже ръката му, обаче баща му не иска това. Неговата сестра, която вярва в Господ Исус Христос, му казва за една църква, където човекът, който проповяда Божието Слово, има дарба от Бог. Когато той се моли, се случват чудеса. Това изцеление е доказателство, че Господ Исус Христос е жив. И за всеки един, който вярва в Него и се моли в Неговото свято име, може да се случи чудо. Господ Исус Христос казва в Евангелието на Марка, 16 глава, 17 стих и 18 следното. И тия знамения ще придружават повярвалите в Мое име. Бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Този клип е доказателство, че думите на Исус Христос са истина и те са валидни и днес. Има много хора, които не вярват, че може да се случат чудеса, но този клип доказва, че има огромна сила за всеки един, който се моли в мощното име на Господ Исус Христос. Бог наистина съществува. Хората не искат да вярват в Него. Откриват какви ли не доказателства, че Той не съществува, но Той е жив и днес и върши чудеса. И Той може да извърши чудо в живота на всеки един, който повярва в Него. И всеки един, който поиска от Него да бъде изцелен, ще бъде изцелен, понеже Исус Христос е жив. И Той продължава да върши чудеса и днес. Смотрите его, смотрите эти кадры с открытым сердцем. Вот этот маленький мальчик болел болезнью руки в возрасте 4 лет. У немногих людей есть такая беда. Давайте послушаем его отца. Когда вы пришли в общину синагоги, скажите ваше имя. Меня зовут Адегоке Кванаде. Мне 36 лет. Кто этот мальчик? Это мой сын. Как зовут его? Его зовут Фавор. Ему 4 года от роду. У него неизлечимая болезнь руки. Как вы думаете, что может помочь исцелению этой проблемы? Вы видите, мы обошли уже много больниц, и не было никакой надежды. Нет надежды. Как вы услышали об общине синагога? Это одна из наших сестер сказала нам, что здесь Бог являет чудеса исцеления. Что вы думаете о болезни вашего сына? По этому поводу я очень несчастлив. Я не нахожу себе места. Когда вы пришли в нашу общину синагога, верьте в Бога Всемогущего. Я верю и ожидаю исцеления Божьего. Аминь. Поэтому будем молиться за вас. Во имя Иисуса Христа ваш сын будет исцелен. Аминь. Этот мальчик находится вне... Во имя Иисуса Христа Великое. Будь исцелен. Давайте посмотрим, как Господь использует пророка Джошуа для исцеления этого мальчика. Время свидетельства.
до того, во время исцеления и после. Меня зовут Адегоке Кванаде. Моего сына зовут Фавор, и у нас была страшная беда, болезнь его руки. И никакая больница, никакой доктор не могли нам помочь. Единственное, что вело нас, это вера и надежда на Бога. Когда мы пришли на служение пророка Джошуа, произошла молитва о руке моего сына. И посмотрите, как велико свидетельство. Смотрите. Смотрите, его рука полностью исцелена. Раньше она была как одна большая, огромная рана. А теперь никакой раны нет. Нет никакой боли. И теперь он может ходить в школу. Поэтому я воздаю славу Богу Всемогущему. Скажите, что раньше ваш сын делать не мог из-за его болезни? Он не мог играть, не мог ходить даже, не мог спать. Он спал, он плакал все время. У него все время болела рука. Он не мог ходить в школу, он не мог играть в мяч со своими сверстниками. Но теперь я воздаю славу Богу Всемогущему. Теперь покажите тем, кто смотрит нас, где у него была раньше рана. Посмотрите, она была здесь. Посмотрите, что было раньше и произошло после. Видите, ребенок был практически неизлечимо болен. Но теперь Господь исцелил его полностью и целиком. Да. Вы видите, как Господь исполняет свои обетования, избавления и исцеления. А я, в свою очередь, обещаю Богу, что мой сын посвящен Ему, Богу Всемогущему. Ну что же, воспитайте вашего ребенка в пути Господнем. Вот какой он был раньше и какой он стал теперь. Богу слава. Его обетование, Его сила не только в прошлом, но и ныне. Благодарим Тебя, Иисус.